лайкните, оставьте коммент и подпишитесь. Здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Тендандене Эльвира Америка Гачан. Друзья, я очень много пропустила в предыдущем видео, когда рассказывала про себя, и поэтому решила исправить свою ошибку. Путешествуя по Америке, мы не только путешествуем, но это наша жизнь, наша работа. Мой муж работает, и я вместе с ним тоже работаю. Моя работа по интернету, и я очень часто иногда разговариваю с людьми по работе, по телефону. Поэтому извините меня, пожалуйста, если я не отвечаю вам вовремя и не могу всегда с вами разговаривать. После музыкального училища имени Ивана Степановича Ключникова-Палантая я поступила на заочное отделение в Марийский государственный педагогический институт на факультет педагогики и методики начального обучения. И уже на базе второго высшего образования я поступила в Московский государственный социальный университет, ныне Российский государственный социальный университет, на факультет юриспруденции. На нашем факультете было очень много людей из Татарстана, Марий-Эл, Горьковской области, Ульяновской области. Нынче все эти мои сокурсники по юридическому факультету сделали прекрасную карьеру, и я с ними до сих пор в хороших отношениях. Правда, этот университет мне пришлось оставить за 3 месяца до окончания. И прежде чем уехать из Марий-Эл, я пошла в Вознесенскую церковь получить благословение от отца Дмитрия. Но, к сожалению, отца Дмитрия я не нашла в этот день, и благословение я получила от отца Евгения. И вы знаете, действительно, присутствие Бога в моей жизни я всегда чувствовала. Приехали мы в Москву, чтобы пройти интервью в посольстве Америки в России. Я встретила там очень интересного, умного, хорошо говорящего человека. Он спрашивал нас, мы отвечали. И я, причем, была не одна, с моими дочерьми, с Марией и с Серафимой. И надо сказать, что мы уехали из России, не разговаривая на английском языке. И, получив визу, мы начали готовиться к нашему отъезду. Купили билет. И 25 декабря 2002 года вылетели из аэропорта Домодедово из Москвы. В этом аэропорту я встретила чудесную девушку Олю, которая разговаривала на 6 языках, и которая впоследствии в городе Цюрихе, в Швейцарии, очень сильно помогла нам с переводом. То есть уже с этого момента я начала чувствовать помощь Всевышнего через людей. Оля была единственная, которая летела вместе с нами из Москвы до Цюриха и из Цюриха до Нью-Йорка. На паспортном контроле ко мне обратились с вопросами, но я была не в состоянии им ответить, потому что не говорила по-английски. Меня спросили, почему только билет в один конец. И тогда, конечно, Оля мне помогла всем тем, чем она только могла. Не только знанием языка, но и знанием культуры. То есть она уже имела опыт
общение с иностранцами. И если честно, вспоминая прошлое, меня сегодня удивляет то, что я сделала. Наверное, сегодняшним днем уже я не смогла этого сделать. Но, как говорится, все нужно делать вовремя. И пройти хорошо паспортный контроль, мы вылетели из Цюриха до Нью-Йорка. Ох, как же мы устали тогда слушать все эти песни рождественские в течение 10 часов. Но это была очень интересная поездка, интересный полет. И приземлились мы в городе Нью-Йорке, в аэропорту JFK. Правда, в Нью-Йорке нам пришлось задержаться до следующего дня, потому что это был дождливый день со снегом. Но ничего, все бывает. И мы это тоже прошли. В нью-йоркском аэропорту нас встретил мой муж, теперь уже бывший. Да-да, я снова не согласилась с неуважением ко мне. Но ничего. Из Нью-Йорка мы вылетели в город Атланта, штат Джорджия. Аэропорт в Атланте очень большой, но впоследствии аэропорт в Атланте стал моим самым любимым. Очень мне нравится этот аэропорт. Ну, многими ресторанами, магазинами, да и вообще улыбаются там люди, очень приветливые. И уже из Атланты мы вылетели в город Таллахасси, штат Флорида. Если ехать на машине, то это всего лишь 4,5 часа. Ну а на самолете еще меньше, 45 минут. Таллахасси – это столица штата Флорида. Прилетев в Таллахасси, я спросила: мы идем на автобусную остановку? Я получила ответ: а здесь нет автобусной остановки. Я говорю: как же так? Разве мы не поедем домой на автобусе? Это было самое первое, что меня удивило, что нет автобуса. Что люди здесь в основном все водят машину. И вот в этот скромный дом мы въехали. 2 спальных комнаты, 1 ванная, 1 туалет. А вы удивляетесь? Это совсем не то, что вы читали когда-то в одной из республиканских газет. Так вот. Но это правда. Первой моей работы в Америке был Бердайнс, Мейсис. Удивительно, как я тогда получила эту работу, даже с минимальным знанием английского, и как мне тяжело приходилось без знания этого английского. Ох, English. Вторая моя работа была Holiday Select. В гостинице я начала убирать гостиничные номера. Вы знаете, когда приезжаешь в другую страну, без знания языка, не зная никого, поверьте, никто вас не ждет и не говорит: ох, ты такая красивая, ты такая умная, вот тебе вот это вот тебе вот то-то. No, нет, окей. Ты должна работать, засучив рукава. У меня была замечательная начальница, афроамериканка Сабрина. Я ей много раз говорила: Сабрина, ты такая красивая. Она говорит: ну, Эльвира, что ты прям.
И снова Всевышний помогает мне через людей. Тут я смогла устроиться в Department of Health. Это департамент здоровья, где я проработала 2,5 года. Вообще я хочу сказать, что мне очень везло и везет с людьми здесь в Америке. Меня учили, наставляли, помогали, возили меня куда мне нужно. И в период работы в департаменте здоровья у меня было очень тяжелое время. Это тяжелое время я помогла сама себе вязанием и игрой на музыкальном инструменте, на баяне. Они помогли мне выжить тяжелое время. Я безмерно благодарна Богу за все это и за всех людей. После департамента здоровья я нашла работу в другом департаменте, тоже связано со здоровьем. Безусловно, я встретила очень много разных людей. И на этой фотографии я вместе с Спенсером. Он всегда ко мне относился очень по-доброму, и я не забыла об этом, когда он заболел. Я всегда старалась держать форму, и мне кажется, у меня это получалось. Я встретила много прекрасных людей, с которыми подружилась, с которыми я и сейчас дружу, хотя я и не работаю вместе с ними. Спасибо, дорогие мои, что вы смотрите мое видео. Вы увидите много интересного. Пожалуйста, подпишитесь, лайкайте, оставляйте свои сообщения, комменты и пишите все, что вам нравится. И даже иногда то, что вам не нравится. Я желаю вам добра и счастья, радости в новом 2021 году. Шушаш уи пайрем дене, тажа Лиза, пиалан Лиза, тенданден Ильин, Эльвира Америковичен. С вами была Эльвира из Америки. Тау онче маланда, кода за комментом. Воззалца в Майдеке.